Добрый вечер, мои дорогие зрители. Сегодня будет очень такая странная тема, наверное. Ну, эксклюзив просто. Я назову ее «О пользе казахского языка в восточных единоборствах». Ну и что вы думаете? Я, думаете, знаю казахский язык? Нет, не знаю. Но такое обстоятельство, что я сталкивался с турецким языком, татарским, старокараимским языком и сталкивался с огромным количеством других языков мира. То есть их десятки. И я заметил, что когда человек переходит на какой-то другой язык, у него появляется другая субличность, то есть он меняет свое поведение, свое мышление. Почему? Потому что другой язык – это другой алгоритм восприятия мира. И вчера я видел такой сюжет, когда молодой тренер в зале убеждает своих подопечных, это в Казахстане происходит, чтобы они говорили на казахском языке. Он говорит: вы все казахи, зачем вы говорите на русском языке? Вам нужно знать свой родной язык. Kazakça söylerler. Birbirlerine Kazakça söylerler. Giriş okmağına üstelik. Я подойду к этой теме с тренерской точки зрения. Именно с тренерской точки зрения. Я давно заметил, что когда человек занимается спортом, на его поведение, на его результаты реально может влиять тот язык, на котором он разговаривает. И если мы поставим эксперимент, поставим в ряд людей разных культур, разных языковых, разных языков: арабский, татарский, русский, украинский, английский, немецкий, еще там 100 языков. Будем тренировать по одной и той же схеме. И что получится? Получится, что у этих людей будут совершенно разные результаты. Это не хорошо, и это не плохо. Просто разные результаты. Например, русскоязычный человек, когда начинает тренироваться, у него проявляются все таланты. Как вы знаете, действительно среди русскоязычных колоссальное количество талантливых людей. Они в спорте действительно быстро достигают каких-то результатов. Быстро становятся чемпионом. Но вопрос не в этом. Что дальше? А дальше, как правило, именно у русскоязычных, подчеркиваю, идет быстрый спад. Они все забывают и теряют мастерство. То есть русскоязычный человек быстро, так сказать, доплюнет до неба. Быстрое достижение, но и падение очень быстрое. И на моей памяти, я возьму сейчас последние 30 лет, я могу сказать, что это практически всегда происходит. Но если человек говорит на тюркском языке, у него совершенно другие результаты. Он может не быть чемпионом, у него не быстрое восхождение, но он постепенно
достигает определенных результатов и сохраняет эти результаты на многие-многие годы. И я предполагаю, я даже скажу больше, я уверен, дорогие мои, что если вы, русскоязычные казахи, занимаетесь восточными единоборствами, если вы перейдете на казахский язык хотя бы для эксперимента на время тренировки, вы заметите совершенно иные результаты. И даже если вы бросите эту затею, вы не чемпион, потренировались и бросили, но я вас уверяю, синтез вашего алгоритма мышления казахского языка и спортивных тренировок даст вам на долгие годы способность защищать себя и окружающий мир. У вас появится черта, которая не присутствует у русскоязычных. Вы способны будете защищать себя и окружающий мир, делать правду и справедливость, иногда идти против течения. Я вам скажу даже больше, что вы можете это применить в правозащитной деятельности, в воспитании детей, людей, новых поколений. Даже если вы давно забыли эти все тренировки. Поэтому, дорогие мои, резюмирую. Дорогие казахи, дорогие молодые казахи, которые сейчас занимаются восточными единоборствами, я предлагаю вам челлендж от старого такого тренера. Во время тренировок переходите на родной казахский язык. И вы почувствуете совершенно другие результаты. Может быть, вы не станете все чемпионами, но людьми, которые ощущают правду, справедливость, которые могут противостоять агрессии целого мира. Вот эту способность вы можете приобрести. Впрочем, я могу сказать, что это касается не только, наверное, казахского языка. Это целый древнейший пласт культуры, древнейший. И переходите на казахский язык, дорогие мои. Тренируйтесь и воспитывайте детей с новым мышлением, не тоталитарным. Я желаю всем вам, мне хочется тоже, всем нам благословения Аллаха. Пусть все, что мы делаем, будет приносить радость нам, нашим близким, всей общине и Творцу всего сущего. Салам, дорогие, салам.